Вчера завершила свою работу международная ярмарка «Агрорусь». На юбилейной 20-й выставке наш регион представил экспозицию на площади более 8,5 тысяч квадратных метров. О том, как проходил День садовода, расскажет Николай Визерякин. Маленькая Аня пришла на ярмарку «Агрорусь» вместе с мамой Наташей. Но на провокационный вопрос вашего корреспондента, на каком дереве растет репка, ответила самостоятельно и вполне уверенно. Она на грядке растет репка. А я почему-то думал, что она на дереве, на груше растет. Нет? Нет. Ее не собьешь, да? Она уже... Нет, она морковку сеет и убирает сама, поэтому она знает все, где что растет, и репка тоже. А Катя пришла без мамы, но за подарком для нее. Купила эхиноцею, многолетник с цветами, напоминающими рассерженных ос. Просто мне понравился. Вообще это лечебный цветок. Листики, цветочки можно заваривать. День садовода на международной выставке ярмарки «Агрорусь» 4-й по счету и совпадает с Днем Санкт-Петербурга. Но на самом-то деле и все предыдущие дни, и все последующие тоже их дни, потому как подавляющее число продающих садоводы Ленинградской области, а покупающих петербуржцы. На пресс-конференции, посвященной открытию ярмарки, а затем и на форуме обеспечения продовольственной безопасности и безопасность продовольствия Санкт-Петербурга, начальник управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях назвал только одну цифру. Садоводы производят до 500 тысяч тонн свежих овощей, фруктов и другой продукции в год. Все наши садоводческие участки в большинстве своем расположены на землях на территории Ленинградской области. Это дружественный нам субъект. Естественно, все проблемы, все радости, все неудачи мы делим всегда вместе с жителями Ленинградской области. На выставке «Агрорусь» это происходит их объединение, их дружба, их торговля выращенной продукцией, торговля саженцами, обмен опытом. Вот сейчас вот только что был у нас форум о продовольственной безопасности. Мы тоже разговаривали на эту тему, как можно обеспечить безопасность нашего города именно в плане продовольствия. Я хочу сказать, что, предвосхищая ваши вопросы, хочу сказать, да, что проблема продовольственной безопасности сегодня очень остро встала. Дело в том, что у нас на сегодняшний день в магазинах очень много из Аргентины мяса, из Бразилии, еще откуда-то голландские помидоры, голландская морковка. Ну, посмотрите, яркие красочные упаковки, которые хорошо упакованные, чистенькие, морковка 1 к 1. Но я не думаю, что за счет яркого цвета там очень много полезных веществ. Мне кажется, что все-таки самое полезное для людей то, что они выращивают сами на своей земле, без нитратов, с естественными какими-то удобрениями, из компостов. Вот это самая лучшая продукция, та, которая растет возле нас, а не где-то там в Израиле там, или в Аргентине. Да. Поэтому вот на ярмарке на этой как раз представлены лучшие образцы этой продукции, как раз представлено то, что люди могут сами у себя посадить на своих участках, вырастить вот, или приобрести уже готовую продукцию. Для многих тысяч людей сад – это и свой овощной супермаркет, и санаторий, и Канарские острова, и детский лагерь, и средства для укрепления семьи. В программе Дня садоводов на ярмарке по традиции есть и такой пункт – награждение победителей конкурса за самое-самое. За самый красивый балкон мини-цветник, за самый вкусный виноград, за выдающихся размеров тыкву, за потрясающий дизайн участка. Вот грибоводов только что не наградили. Грибы на собственном подоконнике – это пока очень большая редкость. Но на самом деле главное не витамины, белки и углеводы. Сад – это место приложения фантазии и творчества каждого человека, людей разных профессий и возрастов, объединенных любовью к земле. Когда рождается творчество, мы невольно распоряжаться собой. Творчество Всевышний дал по своему образу, создавая человека, он созидал, творил. Он передал творчество по своему образу и подобию нам. Когда мы творим, мы не вправе останавливаться. В конце концов, 600 квадратных метров земного шара, облагороженных и украшенных своим трудом, это никак не меньше, чем талантливая картина или симфония.